Закажи и насладись великолепным вкусом настоящих удмуртских перепечей. Ешь с гордостью, люби с радостью. Достаточно такое провокативное и драматичное название доклада. Драмы больше нет. Как понимаете, это цитата, как сказал Пуро Дима. Мы живем милочком пост вакте, сойник ванимас пост отсылочка. Так, я думаю, надо начать с первого слайда. С болезненным названием «Вещен болезнь». Значит, не случайно, видимо, так получилось. Вообще, говоря о драматургии, конечно, мы чувствуем некую такую проблему, когда мы не имеем достаточного материала для удмуртского театра. Вот проблема удмуртского театра в том, что у нас наша удмуртская драматургия страдает отсутствием хороших, сильных пьес. Но ведь начиналось все хорошо. Вот, собственно, хочется показать вам старые книги. Первый экземпляр удмуртской драматургии – это, например, очень известный в свое время Александр Сугатов. Вот если вы найдете такой сборник «Удмуртские писатели», про него можете узнать как раз. Это один из первых авторов, создатель Водского театра, то есть человек, который вообще собрал первую труппу удмуртскую, писал сам драмы. Вот его работа «Вещен», название его произведения, «Шудон» пьеса, да, то есть он на слово «пьеса» переводит как «шудон». Вообще исследователи удмуртского театра, в том числе вот «Ложки», например, очень много полезных книг, я думала, что вот, возможно, кому-то интересно будет, я даже вам предоставлю. Я думаю, что вы сами знаете о том, что удмуртский театр, он вырос из фольклора, да, то есть вся наша обрядовая культура, она так или иначе очень сильно связана с театром, в том числе она переросла в театр, и театр черпает из нее вдохновение. Так вот, как раз Сугатов работал на основе удмуртских обрядов, сам он из Татарстана был, и вот вдохновение черпал из удмуртских обрядов. Так, следующий слайд. Лем Маня, первая женщина-драматург. В журнале «Инвожо», один из последних номеров, можно найти материал про нее. Значит, она родилась сама в Дебесском районе, имя ее настоящее Баженова Мария Герасимовна. И пьесы у нее тоже были злободневные, то есть это 20-е годы, это, конечно же, в первую очередь просвещение, это такая постановка проблемы, чтобы удмуртский народ деревенский, да, должен был как-то откинуть прошлые свои такие стереотипы, все, что мешало жить, и с уверенностью вступить в новую жизнь. Вот, и, например, у нее работа называется «Попен пеляшкишен оккадиш», то есть поп и пеляшкиш, целитель, да, это одинаково по значению, да, похоже. Васянович молуэм нивал, то есть очень много каких-то дидактических моментов. Ну вот, это о чем говорит? О том, что вообще в драме себя пробовали и женщины, да, и это тоже такой интересный момент с точки зрения гендерного аспекта в литературе, потому что в удмуртской литературе не так много авторов, еще и женщин. Ну, конечно, вот этот период становления, он еще достаточно слабый, и удмуртская литература, она так хорошо раскрыла себя, наверное, послевоенное время уже, когда классики, такие как Михаил Петров, стали объединять всех удмуртских авторов, какие-то появились нормы. Можно дальше. В Национальной библиотеке в краеведческом отделе очень много интересных книг. Вот я хочу вас познакомить. Я тоже, будучи студенткой, как-то исследовала эту тему. И вот я наткнулась на книгу «Жомбо очей щащиоский улын. Куин йозо нильсуредо шудон». Пьеса в 4 картинах, в 3 актах, тоже драма. Жомбо Очей, тоже удмуртский автор, неизвестный, еще недостаточно исследованный. Действительно, вот в этот период становления удмуртской литературы было очень много маленьких пьесок, постановок, и все они как раз очень
наглядно показывали, в какую сторону нужно двигаться удмуртскому человеку. Как вот Ленин сказал, что за кинематографом будущее, так и удмуртские активисты, они через пьесу, мне кажется, умели донести до зрителя какие-то идеи. Можно следующий слайд? Вот, например, видите, какие тут специфические герои. Сергей Васильевич с усами, большим животом, без бороды, седой, хозяин фабрики по валянию валенок, да, 60 лет. То есть, да, тут даже слово фабрика. Очень забавно, что эта книга вышла в Татиздат, по-моему, издательство. Это 29-й даже год еще, очень давно. Ну, то есть это 20-е годы, самый такой период для удмуртской литературы, время вообще поиска, экспериментов и смелых каких-то таких поисков жанров даже. Давайте дальше. Ну да, когда мы уже говорим о классическом каком-то периоде становления классического удмуртского театра, это, конечно, уже 40-е, 50-е, Игнатий Гаврилов, Василий Садовников, причем удивительно, но факт, их пьесы ставят до сих пор в удмуртском театре. Аннок. По вот этому произведению также в какой-то современной, ну, в обработке современной на тот момент, в 90-е годы, была написана пьеса Василия Ушакова и Татьяны Черновой «Айна». То есть взяли вот этот же мотив, бедная девушка, которую хотят выдать замуж. Ну, то есть для того периода это очень остро социально. Ну, конфликт, да, кулак йос, там, бедный человек и богатый, или там коллективизация, какие-то все вот эти моменты остро отражались в драматургии. Дальше. Камит Усманов, тоже очень такая болезненная драма, как раз о том, как герой из народа борется с властью. И это произведение тоже долго шло в театре. И потом подобное тоже произведение Гаян, да, еще 80-е как раз ставили. Вот, вот 41 год. То есть наши авторы обращались к историческим темам и находили какие-то яркие, интересные вот сюжеты, мотивы. Ну, дальше, наверное, уже пойдем в следующий этап, период экспериментов. Вон файл. ЭБГА. Почему-то 90-е у меня вот ассоциируются с буквой «Э». Это пора этнофутуризма, экспериментов. Многие пьесы почему-то, ну, спектакли на «э» начинаются. ЭБГА, Эштерек, даже Эзоп. Это древнегреческий герой, и которого Вячеслав Байков играет тоже. Настолько широк, разнообразен вообще, разнообразно поле героев, настолько много вообще каких-то самокопаний, поисков глубинных, вот каких-то удмуртских. То есть пошли еще дальше в историю. Вот спектакль «ЭБГА», поставленный в 91 году, гастролировал по финно-угорскому миру и очень большой отзыв получил именно за счет того, что современное было в нем и при этом опиралось на вот это традиционное, и вот как раз можно сказать, это вот какой-то такой предвестник этнофутуризма, когда прошлое и будущее соединяются. Вот, в том числе пьеса «Эштерек» Егора Загребина тоже затрагивает. Но там больше мифопоэтики, больше там легенды. Здесь, хотя тоже это эпос удмуртский, да, недавно, кстати, тоже переиздали, ну, вернее, поставили заново в Удмуртском театре. Кто был, наверное, могут сравнить. Я просто не смотрела, как они переделали. Кажи немножко дорвы. Нет. Чукчи, да. Так, мой любимый, наверное, следующий эксперимент в Удмуртском театре вот вообще связан с творчеством Ольги Александровой, молодежного театра «Дарт». Где-то, наверное, есть даже видео, да, если можно найти, посмотреть. Чем интересен этот спектакль? Ольга Александрова берет средневекового героя Тристана и помещает его
в реальность древних удмуртов. То есть этот герой совершает какое-то большое путешествие и доходит до древней Удмуртии, где его пытается соблазнить местная владычица, которую она сама играет, но Тристан дает отпор и возвращается к своей Изольде. Но очень интересно, как она взяла классический сюжет и вернула его вот в удмуртский миф. Кстати, недавно тоже такой пример, сразу же, раз я про это говорю, Василий Ушаков недавно поставил «Дон Жуан Кышнояшке», пьесу, которую написал сам, взял героя известного из мировой литературы Дон Жуана и поместил его в удмуртскую какую-то реальность. В общем, такой тоже ход удмуртских драматургов, когда они берут какой-то известный сюжет и накладывают на удмуртское. Дальше. Вот. Но 90-е годы, и в том числе 2000-е, это уже какой-то ощутимый кризис удмуртской драматургии, в целом удмуртского театра. Кто-то узнал афишу? Да, вот мне кажется, афиша должна как-то больше цеплять, да, вот у меня вообще вопросы постоянно к афишам Национального театра, как будто они делаются, ну, какой-то 11-классник им их делает, да, на коленке. И вот этот кризис театра, он ощущается и визуально, когда вот плохо сделаны афиши, и, там, репертуар не соответствует потребностям населения. То есть в целом кризис драматургии, потому что авторов нет, это связано с тем, что поколение уходит, то есть старые классические авторы, такие как Егор Загребин, там, Анатолий Григорьев, тоже уже они взрослеют, ну, то есть, как сказать, стареют, будем уже откровенны, да, уже недостаточно остро реагируют на актуальные вещи, да, то есть там про блогеров никто спектакль не поставит, я не знаю, про какие-то современные проблемы удмуртского общества тоже очень сложно нащупать вот этот нерв. Ну вот кто из последних авторов, мне кажется, все-таки умеет найти это Сергей Антонов. Вот у него, наверное, можно сказать, 3 последних таких произведения, очень яркие. Ну, начнем вот, пожалуй, «Вашлей». Премьера недавно была в Национальном театре. Дальше «Пуны». Ну вот сцена из «Вашлея». Ну, я не знаю, тут, конечно, на любителя, да. «Пуны» от Чекижа, типа... Да, «Вашлей», то есть, «Кочеш». Ну, тут, конечно, такая тонкая грань между попыткой завлечь зрителя, да, и попыткой сделать что-то современное. Ну, современно ли это, я не знаю. То есть каждому свое. Но Антонов, он, по крайней мере, как-то интересен публике, и я думаю, что если он еще напишет несколько новых нам хороших драм, то это могут быть уже вообще какие-то мощные произведения. Лично мне очень близка его трагикомедия «Троллейбус», следующий файл. Здесь в арт-резиденции мы открыли Удмуртский театр. Это афиша, которую ребята так и не увидели. Произведение написано в 2001 году, издано в альманахе журнала «Инвожо» «Катанчи Уштишке». Вот уже здесь есть. Тоже передам. И среди маленьких пьесок, недостойных внимания, на самом деле, серьезным театром, пьеса «Троллейбус» выделяется какой-то своей остросоциальностью, и она, мне кажется, актуальна даже сейчас, в 2019 году. Там лейтмотив «Шеф ёслы кто но кошко, но шмилем лык гиронок ижено». То есть шефы уходят, приходят, а нам нужно работать на земле. И мне кажется, это вот актуально всегда, когда есть какая-то власть, которая засылает в колхоз троллейбус и говорит: ничего не знаем, принимайте. А что с этим троллейбусом делать, вообще непонятно. Очень надеюсь, что мы еще раз поставим, мы делали читку, и хочется еще раз ее сыграть, чтобы вы вообще увидели, услышали это произведение, оно классное. И еще оно классное в плане языка, потому что его хочется прямо раздергать на цитатки, и все эти цитатки жутко запоминаются. Вот в плане языка Сергей Антонов для меня, он сейчас очень классный, я вот прям считаю, он уровень. Вот. Ну и, наверное, нужно обязательно сказать дальше
про современный этап. У нас сейчас какое-то новое дыхание, слава богу, у нас появились, да, какие-то деятели в поле Удмуртского театра, в смысле в театре Ижевска, Удмуртии. Это Центр современной драматургии и режиссуры, который уже 5 лет работает, на самом деле работает больше с русской драматургией, но что-то переводное есть, например, и как раз именно ЦСДР придумал конкурс «Шут», школа удмуртской драматургии, то есть они учат драматургов, а еще они собирают пьесы, есть номинация «Удмуртская драма». Мне кажется, полезным делом ребята занимаются, поэтому всем тоже говорю, ходите на премьеры, хотя лично мне такая современная драматургия не очень близка, но она тоже очень нужна, вообще очень сильно нужна. Вот очень хороший у них вышел тоже альманах, пьеса «Концлагеристы». Рекомендую к прочтению, тем более переведена на удмуртский язык. Здесь все пьесы переведены на удмуртский, перевела Лукерия Шихова. И «Концлагеристы» тоже чем-то напоминают троллейбус, то есть действие проходит в неизвестной Удмуртии, которая за решеткой, то есть какая-то тоталитарная страна, в которой правит крокодилов. Очень классно. Когда читаешь, даже иногда сильнее затрагивает, можно просто читать, отложить, посмеяться от души, почитать дальше. Вот в этом смысле пьесы нужно иногда читать. Но что лично для меня таким послужило мощным толчком даже к созданию театра, следующий слайд, это такой неожиданный опыт знакомства с финской интерпретацией удмуртских произведений, когда в 2016 году финские студенты города Тампере, университета, ну, у них есть театральная студия, университет города Тампере, они взяли детское произведение, и как бы даже не важно, что это поэма моей бабушки Лидии Черновой, но они соединили со стихами Богдана, со стихами Алексея Арзамасова и сделали такой очень трогательный и будоражащий замес про современную удмуртскую реальность. Следующий слайд. Гондыр, преподаватель, учитель. Но в оригинале вообще-то Гондыр — это мужчина. Когда я спросила режиссера Паулина Хулка, почему Гондыр — это женщина, она сказала: ну, я так посмотрела, удмурток матриархат, и я подумала, вот Гондыр — это такая женщина. Она одела ее в удмуртское платье, которое купила когда-то там у меня в арт-пространстве «Сахар». И там такой, на самом деле, вроде бы конфликт детский. Кион, волк, не хочет учиться в лесной школе. И все его там, Вот следующий слайд. То там все животные, да, но суть даже не в том, что они играют животных, но как они это делают. И это так современно, вот, допустим, вот этот вот хорек или кто, он играет американского хорька, который ползет, и такой dirty, но он это dirty, я спешила, он говорит как dirty, типа грязный. И вот это вот, когда они находят вот это вот сочетание английских слов, удмуртских слов, и это так современно, и там лиса, которая в модном тренче, да, в кроссовках. То есть такого в Удмуртском театре никогда не видела, и просто поняла, что надо срочно что-то делать современное и другое. Лариса Дмитриева, литературовед, тоже когда посмотрела спектакль, она написала рецензию, она так и называлась «Возможность другого театра». И можете найти через поисковик, почитать. Следующий. В конце они вообще рэп там исполняют, танцуют хип-хоп, дружно читают стихотворение Богдана, танцуют под его треки. То есть вроде бы современно и в то же время как-то аутентично, то есть какую-то удмуртскость уловить удалось. Вот. Ну и последнее. В общем, реклама, потому что, не знаю, мне кажется, надо ребят все равно мотивировать как раз на то, что... И вообще, когда появляется театр, появляются драматурги, и когда есть драматурги, появляется театр. Я вот в это верю, поэтому надо, чтобы было больше всего, какое-то движение возникло, и значит, обязательно что-то из этого родится. Вот, поэтому наша группа ВКонтакте «Юмок театр»,
приходите на читки, вообще интересуйтесь с нами. Вот ближайшее мы ставим маленькую пьеску, сценку 27 апреля в субботу по стихотворению Машаль Чиоки, поэтому я вас всех приглашаю. В общем, драматургия — это очень интересно, это очень современно, может быть, да, в театр можно ходить.